Привет, мальчишки и девчонки! Здравствуйте, уважаемые родители! Это программа «Брегаляп Иряникс». Сегодня большой праздник, день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. И, конечно, в этот праздник мы продолжаем изучение татарского языка. Тукай, туган күнүндө, туган телебизни, татар телебизни үйрөнүүбүзүнө давам этебиз. Сегодня у нас в гостях Сулейман Камалов и мама Рафина Исянмиса. Здравствуйте! Рада вас видеть! Салям. А во второй команде Алора Черноудова и мама Диляра. Здравствуйте! Рада вас видеть! Привет. Привет. Давайте знакомиться с нашими героями поближе. Начнем с Алоры. Она очень любознательна, увлекается мифологией Древней Греции, любит книги на разных языках, изучает греческий, английский языки, хочет выучить и татарский, очень любит природу, выступает против загрязнения нашей планеты, любит танцевать, сочинять стихи. У нее есть большая мечта научиться снимать блоги для детей. Алора, вот ты учишь греческий язык, правильно? А как будет «привет» на греческом? Hello. Это на английском «hello», а на греческом? Ясу. Ясу? Или как по-другому еще? Мэра. Калимера. Ой, это я точно не выговорю, но hello и салям я точно знаю. Мы с папой сидим. Да, видишь, там красивые фотографии ваши показывают. Это мой папа. Это твой папа? Да. Диляра, расскажите про мечту. Алора, кем ты мечтаешь стать? Ветеринаром. Ветеринаром. Да, но хочешь еще научиться снимать блоги про здоровье, про игрушки, про путешествия, про то, как живется в Афинах, в Греции, про их детей, про их культуру, а также про мифологию. Вот вы сказали, что живете в Греции. Это значит, что наша программа приобретает такой международный масштаб, когда гости не только из России, но теперь уже из-за рубежа тоже приезжают к нам учить татарский язык. Алора, скажи, пожалуйста, а чем ты еще любишь заниматься? Кроме того, что увлекаешься мифологией, учишь языки, чем еще любишь заниматься? Что тебе нравится? Игрушками. Игрушками. А какие у тебя есть игрушки? У меня есть игрушка Симба. Так, Мне его папа подарил. так, еще что есть? Давай рассказывай. У меня есть пони, Как их зовут? Флаттершай и Скорка Сумеречная. То есть ты такая любительница поиграть, но в то же время поучиться, да? А что ты там играешь? Гольф. А, ты еще играешь в гольф? Ну, точно, столько увлечений, я даже не знаю, как вы все успеваете. Диляра, а вообще свободное время у вас остается? Нет, свободного времени остается совсем мало, потому что все время занимает. Печу хлеб. Да, ты печешь греческий хлеб, не простой хлеб, а греческий хлеб, потому что Алора ходит в греческий садик, у нее конный спорт, у нее и учителя, которые с ней держатся всегда на связи онлайн, и мы любим очень и очень путешествовать. Ну, супер. Я вам, честно, искренне завидую тому, что у ребенка в таком возрасте столько увлечений. Приезжайте к нам в гости, мы тоже вас снимем в передаче про Всё. греческую культуру. И покажу моего котика. Все, я обязательно, как только снимем программу, отправимся обязательно в Грецию. Давайте познакомимся со вторым героем нашей программы. Его зовут Сулейман. Он очень творческий парень, любит рисовать, пародировать любимых мультперсонажей, мечтает создать свой YouTube-канал, стать блогером, набрать много подписчиков, получить лайки, любит помогать маме на кухне, особенно готовить сырники. Также он принимал участие в съемках программ на канале Шаян ТВ. Сулейман, а вот ты кем хочешь стать? Я мечтаю стать эндерменом, потому что этот персонаж мне больше нравится. А откуда этот персонаж? Расскажи всем нам. Из Майнкрафта. А, из Майнкрафта. Самая популярная детская игра. Майнкрафт. Самая популярная игра всех детей – это Майнкрафт. Расскажи, пожалуйста, о чем будет твой блог? Мой блог, самый любимый блог алмазы. Я люблю алмазы очень много и люблю сделать алмазную броню. А о чем ты будешь своим подписчикам рассказывать? Ну, я буду рассказывать своим подписчикам, что они меня... Ну, я буду всякие лайки там снимать и... Ну, в принципе, что у меня очень много подписчиков набрались. Ага, будешь стремиться к миллиону подписчиков. Рафина, откуда такое стремление стать блогером? Ну, сейчас, видимо, время такое, и им нравится вот именно такое вот
так Направление. скажем, да, направление. И даже он нам вот говорит, я хочу много подписчиков, много лайков, но мы говорим, давай немножко подрастешь, немножко надо набраться опыта для этого, чтобы было о чем рассказать интересному Конечно. своим подписчикам. Вот, посмотрим. Ну, вот мы узнали, что у Алоры есть домашние животные. Кошка, да, я так понимаю? Кот. А, Сулейман, у тебя есть домашние У животные? меня пока было это кролик, но потом мы ее сразу обратно вернули. А, обратно вернули. Сулейман, насколько я знаю, ты совсем недавно первый раз вышел на сцену. Расскажи об этом. Что вы делали и какие у тебя впечатления остались? Ну, я всегда, я играю в Майнкрафт, там в Лего Майнкрафт. А на сцене тоже в Майнкрафт играл? На сцене, как с нами пел, расскажи. Помнишь «Язылмаган хат»? Конечно. Понравилось тебе? Да, понравилось. Как ты думаешь, может быть, ты артистом станешь в будущем? Ну, наверное, так будет. А, наверное, так будет. Пока не определились. Сегодня блогер, завтра артист. Рафина, расскажите поподробнее об этом выступлении, как готовились. Но это был первый опыт. Нас вот пригласили выступить на Балалар Салянкаса. И мы решили вот совместно записать трио с папой и Сулейманом нашу известную песню «Язылмаган хат». Он, конечно, очень отнесся ответственно, очень готовился к этому. И мне кажется, ему понравилось выступать на сцене. Но мы не хотим слишком много пока выступлений, чтобы он не терял в этом вкус, так скажем. Поэтому посмотрим, что дальше будет. Всё нужно У него делать. есть талант, музыкальный слух есть. Да, супер. Все нужно делать обязательно в меру. Алор, ты хотела папе привет передать? Да, вот в ту камеру. Вот где Скажи, дядя папа, Маша. привет. Папа, передаю тебе привет. Давай говори. Давай, говори. Привет, папа! И помаши Помаши, ручкой, помаши. конечно. Еще раз давай. Теперь с ручкой. Привет, папа. Привет, папа! Пожалуйста. Давай. Вот твоя камера. Привет, Гульсу, привет, папе. Нişe bu tarafı sana Gülsü aytıgan bilen. Супер. Такие непосредственные герои сегодня у нас в программе. И давайте начинать. Сегодня мы будем говорить о домашних животных. В эфире первый тур нашей программы. Напомню правила. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных вещах, предметах и явлениях, связанных с нашей темой. То есть о домашних животных. Ваша задача, уважаемые команды, угадать, о каком животном идет речь. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Итак, с кого начнем? Кому будет первый вопрос? Сулейман, возьмешь на себя ответственность? Да. Да. Итак, первый вопрос для Сулеймана. Смотрим вместе. У нее есть 2 рожки. Она рогатая. Говорит. Она бывает коричневая и белая. Мама вот так показывает мне. Молоко дает. У нее было 7 детей. В мешочке у нее молоко. Кормит своих детей. Она дает молоко. А бывает без молока. Кошки с ней очень дружат. Бородой шевелит. Еще она рогами забодает. Итак, Сулейман. Конечно, коза рогатая. Коза рогатая, это правильный ответ. Молодец, это была коза. Коза по-татарски кяжа. Алора, продолжаем с тобой. Внимательно смотрим на экран и угадываем. И есть пятна белые или черные. Короткий есть здесь. Она живет в деревне. И говорит му. Она очень добрая. Дает нам молоко. Она большая-большая. Из молока мы делаем масло. Она любит арбуз. Шоколадки мелко, она фиолетовая. Итак, Алора, как ты думаешь, кого мы загадали? Кто нам дает молоко? Корова. Корова. Молодец, это правильный ответ, умничка. Получаешь 1 балл. Корова по-татарски сыер. Продолжаем учить слова и внимательно смотрим следующий вопрос. Он умеет далеко рыть землю. Нужно ее все время выгуливать. Маленькая, большая. Приносит всякие веточки домой. Любит косточку.
Она любит играться. Она охраняет дом. Он любит на улице гулять. Ей кидаешь шарик, она возвращает. Он очень быстро бегает. Любит косточки. Его кошки боятся. Кого же боятся кошки, Сулейман? Так, сейчас узнаем. Давай. Кошки боятся... собака. Точно? Ну, точно. Точно, мама согласна? Я тоже так думаю. Это правильный ответ. Молодцы. Это действительно собака. Собака по-татарски «эт». Следующий вопрос, Алора, для тебя. Смотрим вместе. Он прыгает. У него 2 уши. Он прыгает. У него длинные уши. Они длинные-длинные, чтобы хорошо все слышать. И капусту кушает. Морковку вкуснее. Он очень высоко прыгает. Хватили ему зацепить. У него пушистый хвостик. Маленький розовый носик. Итак, Алора, как ты думаешь, кто это? Зайка. Зайка. А по-другому как еще называют? У кого длинные-длинные ушки? Зайку. Зайко. Или, Диляра? Кролик. Кролик. Конечно, молодец, это правильный ответ. У тебя тоже кролик? Да. Вот, посмотри, Это вот. кролик-путешественник. Он бывает, он садится с Алорой в самолет и путешествует по всему миру. Супер, классно. Это зайка-путешественник. Да, Талисман удачи. зайка-путешественник, и слово было кролик. Молодцы, еще раз аплодисменты. 1 балл вам, кролик, по-татарски куян. Итак, еще один вопрос. Смотрим мы его все вместе, а вот кто будет отвечать, выберет наш компьютер. Поэтому обе команды внимательно смотрим на экран. Разных цветов бывает. Я бы хотела, чтобы она у меня была. Она ловит мысок. Я бы за ней ухаживала. Ну, ты сыры. В мультике он всех звал дружно жить. Много спит и ест. Уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать на этот вопрос. Компьютер выбрал команду Алоры. Итак, Алора, кто это был? Алан Джой, кто? Аланжой, это кошка. Это кошка, кот. Правильный ответ. Молодец, я тебя поздравляю. Супер, ты получаешь 1 балл. Кошка по-татарски мяща. Итак, первый тур завершен. Пора подвести его итоги. С небольшим отрывом впереди пока команда Алоры. Сулейман, не расстраивайся. Еще есть шанс заработать драгоценные баллы и вырваться вперед. Но наша программа продолжается. Это программа «Бергаляп Ираник», в которой мы учим слова на татарском языке. Давайте вспомним пройденный материал. Сулейман, как будет по-татарски «коза»? Коза. Коза, правильно. Алора, как будет по-татарски «корова»? Сыер. Сыер, именно так. Сулейман, тебе слово «собака». Эт. Молодец. Алора, переведи, пожалуйста, слово «кошка». Меше. Мяще, умница. И, Сулейман, для тебя слово «кролик». Куян. Куян, Нахшулай. Мы готовы продолжать, точнее, начинать второй тур, уважаемые команды. Прямо сейчас на экране появится 9 ячеек, 9 картинок. Все они обозначают те слова, которые мы сегодня выучили. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится. На это у вас будет 15 секунд. После чего буду вам задавать вопросы, если вы готовы. Готовы, Алора? Готово. Да. Супер. 15 секунд. Время пошло. Итак, время вышло. Пора задавать вопросы нашим командам. Алора, давай начнем в этот раз с тебя. Скажи, пожалуйста, под каким номером находится кролик? Куян. Я думаю, что в 5. Уверена? Мама не согласна. Диляра? 4. Сколько тебе лет? 4. 4. Давайте откроем цифру 4, проверим. Это правильный ответ. Молодец. Отлично, зарабатываешь 1 балл. Сулейман, следующий вопрос для тебя. Где находится кошка Мяще? На 7. Ячейки номер 7. Давайте проверим вместе. Откройте там, пожалуйста, ячейку номер 7. Отлично. Молодец, справился. Следующий вопрос. Алора, где находится коза? Кяжа. 1. Цифра 1. Итак, смотрим. Молодец, отлично. Супер.
Сулейман, где находится корова, Сайер? Попробуем 5. Давайте попробуем 5. Откроем цифру 5. Там корова. 1 балл. Итак, на очереди 5-й вопрос. Я попрошу наш уважаемый компьютер выбрать команду, которая будет на него отвечать. Уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет отвечать на этот вопрос. Итак, отвечает команда Сулеймана. Сулейман, скажи, пожалуйста, где находится собака? Эд. Ну, давайте попробуем 3. Давайте попробуем открыть, посмотрим, что получится. Супер! Это правильный ответ! Умница! Отлично! Да, я так и знал. Справились с заданиями нашей команды. Я вас поздравляю. Итак, второй тур завершен. Счет пока равный. А это значит, что все самое интересное случится в 3-м туре нашей программы. Это программа «Бригаляп Ираник». Уважаемые зрители, если вы пропустили наши выпуски, то подписывайтесь на YouTube-канал Шаян ТВ. Там много чего интересного можно для себя найти. Ну а теперь давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Кошка, мяще, коза, кяже, корова, сыер, собака, эд, кролик, куян. В 3-м туре наших уважаемых команд ждут ребусы. На экране появится 3 картинки. Их всех связывает только одно слово, которое мы с вами сегодня выучили. Ваша задача не просто назвать ответ, но и объяснить, как ваш ответ с нашими картинками связан. Итак, с какой команды начнем? Сулейман, начнем с тебя? Да. Итак, внимание, на экран появляются картинки. Ребус. Итак, 3 картинки. Конечно, корова. Почему именно корова? Книга Сергея Михалкова «Как старик продавал корову». Как старик корову продавал, хорошо. Про Индию сказали, что это священное животное, ну а колокольчик... Ну, сыйырға іліп қоялар енді. Да, вешают на корову колокольчик. Правильный ответ, молодцы, супер, отлично. Это корова сыер. Ленточкой. С ленточкой, колокольчик обязательно с ленточкой. 1 балл зарабатывает команда. Алора, тебе такое же задание будет сейчас, поэтому внимательно смотрим на экран и вместе разгадываем ребус. Это мальчик прыгает на батуте. Так, мальчик прыгает на батуте. Что еще видим? Сейчас, Алора. Ага. Дальше что ты смотришь? Это пасхальные яйца. Пасхальные яйца. А справа? Алиса в стране. Алиса в стране чудес. Алиса в стране чудес. А как ты думаешь, какое животное мы здесь загадали? Кролик. Как связаны яйца и кролик? Прячет яйца. Прячет яйца. А что делает еще кролик, как мальчик? Что он делает? Прыгает на батуте. Прыгает. Ну, на батуте кролик, конечно, не прыгает, но прыгает по лесам, полям и иногда и улицам тоже. Своими лапками. Скачет своими лапками, да. Я принимаю этот ответ и даю Алоре 1 балл, потому что это правильный ответ. Молодцы! Итак, уважаемые зрители, уважаемые команды, ребусы разгаданы, ответы на все вопросы получены. Это значит, пора подвести итоги нашей игры. В нашей сегодняшней игре побеждает команда Сулеймана и Алоры. У нас дружба сегодня! Молодцы! Отлично! Поздравляю вас, всем. До свидания. Подожди. Сейчас попрощаемся. Ну и, конечно, мы не можем отпустить наших участников без подарков. Сегодня это памятные сувениры от телеканала Шаян ТВ. Я надеюсь, что вы будете писать в блокнотах ваши самые интересные мысли, наклеивать наклеечки, вспоминать нашу встречу. Родители, давайте поаплодируем нашим детям. У них действительно большое будущее. Желаем им удачи. Ну а на сегодня, уважаемые зрители, нам пора прощаться. Сегодня праздничный день, день рождения великого поэта Габдуллы Тукая, который открыл нам всю красоту и волшебство нашего родного языка. Поэтому учите языки, но никогда не забывайте свой родной язык. Пока-пока. Сау булыгыз.